Емко и по делу. В эфире «Важный вопрос». В студии Алана Гадзацева. Здравствуйте. Конец 2021 года отметился резким ценовым скачком на рынке жилья. Первичная недвижимость стала активно дорожать в середине прошлого года, а к концу декабря показала свой максимум. Стоимость квадратного метра в новостройке в феврале этого года оценивалась экспертами почти в 70 тысяч рублей. То есть на февраль 2022 года цена выросла в среднем в Северной Осетии на 15%. А темпы строительства недвижимости тем временем не снизились. 10 июня Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 9,5% годовых. Как следствие, ситуация на рынке недвижимости стала довольно быстро меняться. И согласно статистике сайта Рестейт, на 6 июня текущего года цена квадратного метра составила 67 262 рубля. О ситуации на рынке недвижимости поговорим с основателем Северо-Осетинской ассоциации риэлторов, руководителем агентства недвижимости Екатериной Кадиевой. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Что ж, уже сказали, да, о том, что рынок недвижимости пережил шок. Настоящий шок. Это был скачок ценовой скачок. И это как напугало как продавцов, так и покупателей. Это сказалось и на агентствах. Расскажите, пожалуйста, хронологию этой ситуации, начиная с декабря, января, февраля и по сегодняшний день. Что происходило на рынке? Но в декабре это всегда у нас, естественно, прирост ценообразования происходит, потому что заканчивается налоговый год, все хотят успеть попасть в него, продать, купить, и паника среди людей. Существует все-таки такое поверье, что надо успеть до Нового года, переехать на Новый год в новую квартиру, и, конечно же, ежегодно наблюдается рост цен. После Нового года в январе-феврале чаще всего бывает спад. Небольшой спад или ровная плоскость. Но тут пошло все не так в этом году. Кризис, конечно же, он отразился. И в марте месяце у нас, как только начался кризис, у нас очень большой скачок цен прошел на 30%. Это по всей России, не только на территории Северной Осетии. И на все имущество, как первичное, так и вторичное. Приобреталось все, потому что во время кризиса люди просто позабирали все денежные средства, хранящиеся на банковских счетах. Вкладывали в любое имущество, продаваемое на рынке. Имущество вторичного рынка дорожало ежедневно на миллион, на 500 тысяч, просто потому что так, люди боялись продавать, и половина объектов исчезла с рынка. У нас дефицит объектов. В марте месяце мы обнаружили дефицит объектов, и приобреталось все 30% надбавкой. То есть даже такие высокие цены, все равно уходила эта недвижимость, все равно продавалась? Да, потому что люди боялись остаться с деньгами. Угу. Вот такая ситуация, но тут потом еще и поднятие процентной ставки. Мы наблюдали 28 февраля поднятие процентной ставки с 9,5 до 20%. И вторичный рынок, он просто замер. Прекратились просто покупки вторичного рынка по ипотеке. За наличный расчет уже не было средств. Конечно же, выход из этого кризиса существенен, он есть, и он в 4 этапа был произведен. Мы это все наблюдали. Мы видели также, что 11 апреля первое понижение было. Да, 17% мы видели. 4 мая ЦБ понизила процентную ставку до 14%, а 27 мая понизили до 11%. И вот сейчас, собственно, до кризисного уровня. Да, и я хочу сказать еще одну радостную новость, что 9,5 уже сейчас ЦБ понизила, то есть последнее еще понижение у нас есть, поэтому, в принципе, но они еще не вступили в силу. Сегодня на 0,4 только понизил процентную ставку банк. Я думаю, что мы ожидаем еще к 9,5. 10,5 сегодня ключевая ставка. Угу. И как это влияет, это снижение ключевой ставки и на рынок недвижимости, и на смежные какие-то сферы? Вы знаете, прямым образом. Потому что вторичный рынок продается, и тут же эти средства, они либо вкладываются в какое-то имущество, либо же просто закрываются какие-то текущие вопросы, да, либо же идет расширение. Мы затронем тогда такую тему, как типы клиентов вообще, да, кто это такие, да.
Вот. Какие у нас типы клиентов есть? Это люди, которые желают расширить имущество, которые хотят проинвестировать куда-то, просто свободные средства вложить в новостройку, либо поменять уже вторичный рынок на первичный. И технически такой возможности, у нас только одна категория клиентов осталась на рынке. Обменять вторичку на первичку уже не могли. Только кто мог инвестировать в новостройки. И если говорить о влиянии в целом на экономику, но на какие-то сферы другие, как, на ваш взгляд, это скажется, вот это снижение? Я считаю, мы плавно выходим из кризиса в хорошем смысле этого слова. У нас уже стали появляться количество клиентов на ипотечные заявки, следовательно, будет приобретаться вторичный рынок. Сегодня государством сделано все для того, чтобы люди обращались, и процент был самый минимальный и для разной категории граждан. Конечно же, это прямым путем к установлению подъема всех экономических сфер, потому что это денежные средства, которые люди готовы брать, приобретая, продавая объекты недвижимости. И, естественно, кто-то получает денежки, денежные средства вкладывает в бизнес и в развитие бизнесов. Конечно же, это прямой путь. Ну вот те, кто поддались тогда панике, приобрели, допустим, жилье по высокой процентной ставке, сейчас имеют ли они возможность реструктуризации, рефинансирования? Да, рефинансирование сегодня уже работает, 10,5% по ключевой ставке. Да, совершенно правильно, можно рефинансировать процентную ставку. А вообще хочется узнать о доле ипотеки и доле покупок за наличные средства на рынке в Осетии. В Осетии тенденция была такая, что 80% было это ипотечные сделки. 80% это больше процент. Доля, да. Да, и остальная доля это просто те средства, вырученные после сделки ипотечной. Это вот, можно вот так сказать, разным способом. А если сравнивать вторичное, первичное жилье? Доли. Ранее, если мы говорим до кризиса, до кризиса. Это было 50 на 50. А сейчас? Вот до сегодняшнего дня это было 90 на 10, 90 новостроек. Если приобреталось 10% вторичного рынка, его никто не приобретал. Сейчас, я думаю, что ситуация по вторичному рынку будет выравниваться. Стабилизация цен произошла по вторичному рынку. За тот период кризиса уже система, в принципе, рынка вторичного, она немножечко... давайте поговорим о том, с какого цены квадратного метра мы начинали. В декабре это было 40, 50, 60 вторичный рынок, да, с ремонтом без. И мы пришли в период марта к 90-100 рублям за квадратный метр. Сегодня это уже средняя цена 95 евро дорогим ремонтом, 60-70 это просто уже, в принципе, мы пришли к ровной цене. А в плане первичного цена за квадратный метр? Она сохраняется. Она, можно сказать, как подъем был у нас в кризисное время, также, в принципе, цена сейчас сохранилась. Я не могу сказать, что она поднимается. А что касается условий ипотеки, потому что, такой ликбез маленький, да, потому что много есть нюансов, не все, например, помещения проходят под ипотеку. Вот какие есть такие подводные камни, которые не всегда клиент может знать? По квартирам, если мы говорим, с коммерцией просто это отдельная ипотечная программа, но если мы говорим про вторичный рынок, то в принципе проходят все объекты недвижимости за исключением неузаконенных перепланировок и пристроек. Естественно, влияет на покупку вторичного рынка это оценка. Оценочная стоимость. Хочу заметить то, что у нас сейчас и первоначальный взнос упал. То есть мы сейчас можем приобретать уже легче. Первоначальный взнос у нас был до 30% доходил, потом 20% его профиксировали. Сейчас в каких-то госпрограммах есть 15%. Уже более такие, подъемные, назовем их, условия. А если говорить о налогах, например, условиях налоговых, если помещение в собственности менее 3 лет, если более 3 лет, есть разные нюансы. Хотелось бы, чтобы вы внесли эту ясность. Здесь каким образом можно рассуждать? Имущество можно продавать всегда. А будет ли налог взиматься с продавца или нет, это определяется 2 факторами. Если человек получил имущество по наследству, это 3 года. По договору дарения – 3 года. По договору дарения от близких родственников, да, мы сейчас говорим, это 3 года безналоговый период. После этого, после 3-летнего возраста можно продавать и налога не будет. Что касается имущества вторичного рынка, то есть если мы просто приобрели, то безналоговый период 5 лет. Указывается, как рассчитывается налог.
берется стоимость договора купли-продажи в момент приобретения. Если не вышел 5-летний срок, то высчитывается прибыль. И та сумма, которая будет выше, она берется в учет для налоговой инспекции. То есть это или 0,7% от кадастровой стоимости, или же это стоимость договора купли-продажи. Раз уж мы заговорили о первом взносе, вы сказали, что там где-то он достигает и 15%. Давайте поговорим, в принципе, о возможностях государственных программ, которые есть. Это и возможности материнского капитала, и какие-то другие госпрограммы, сертификаты. Вот об этом расскажите. Ну, давайте. Что сегодня может наш потребитель приобрести? С чего начнем? Давайте с самых маленьких, потому что для нашего потребителя сегодня открылись дороги к ипотеке с 18 лет. То есть мы омолаживаем покупательскую способность. Конечно же, условие должно быть не менее 1 года трудового стажа. Да? Но с 18 лет до 75 можно брать ипотеку. Это здорово. Ранее это было 24 года, потом 23, потом 22, 21 и сейчас просто сразу до 18. Есть программы, начнем от минимальных, это от 3%, 2,7%. Это сельская ипотека, она работает в Россельхозбанке, эта программа. Можно приобрести жилье в сельских поселениях, как готовое, так и строящееся. Чем они отличаются, как к этому прийти? Но здесь важное условие то, что объекты должны находиться в пригородных территориях. Ну, для жителей Северной Осетии могу назвать, которые не подходят дома для приобретения. Это ПГТ заводской, это у нас Моздок, Беслан, и это садоводчество. Они не проходят. Все остальные села, даже у нас Нагир, да, поселок городского типа, скажем так, он проходит. То есть дома, расположенные там, можно приобретать по сельской ипотеке от 2,7% ставки. Также можно приобретать по этой низкой процентной ставке участки в сельской местности и данные денежные средства взять на строительство. То есть если у вас есть участок, вы можете эти деньги запросить на строительство. Там необходима декларация заполнить, необходимо проект, вернее, заполнить, какой будете строить, и самое главное, аккредитованного застройщика в Россельхозбанке. Поговорим о материнском капитале, который часто используется для первого взноса. Вот об этом расскажите. Есть программы, по которым проходит мат-капитал на первоначальный взнос. Ну, прежде чем говорить об этом, давайте мы вообще рассмотрим, когда он кому выдается и на каких условиях. Да? Сегодня у нас ребенок, рожденный после 2018 года 1 января, родители имеют право получить материнский сертификат. Это может быть первый ребенок. В таком случае выдается сертификат на 524 тысячи рублей. Если это второй ребенок, рожден после 2018 года, то сумма уже материнского сертификата 693. Давайте поймем то, что это один из типов сертификатов. Или на первого, или на второго. Но у каждой нашей семьи есть еще одна возможность. Если родился третий малыш. Оказывается, когда вы берете ипотеку, 450 тысяч государство, Дом РФ отправляет в счет погашения ипотеки при одном условии рождения третьего малыша. То есть каждая семья может получить 2 государственные поддержки. Это самый тот минимум. Материнский сертификат можно использовать в ряде программ как первоначальный взнос. То есть нет необходимости собирать молодой семье денежную сумму, сейчас это сложно уже сделать. Очень в нынешних временах молодой семье очень тяжело с детками собрать первоначальный взнос. Поэтому это допустимо во многих программах. Еще момент. Есть государственные программы от различных ведомств, от Министерства строительства, Минтруда и так далее, разные программы. И, конечно, вот эта вот шоковая ситуация на рынке, взлет такой цен, он повлиял, даже вот среди наших коллег есть обладатели сертификатов, которые именно попали на период максимальных цен. Вот какой бы вы совет дали в этом случае, потому что срок у сертификата, он ограничен, и люди боялись под такие проценты брать ипотеку, естественно. Вот как правильнее действовать в данной ситуации? Сейчас, когда уже ставка снизилась, если что, там можно рефинансирование сделать. Конечно же, первым, наверное, вы правильно сказали, ключевым вопросом здесь является срок сертификата. И нужно приобретать, пока он действует.
ипотечное кредитование сейчас стало доступнее, поэтому, безусловно, нужно брать. Я считаю, рынок вторичный сейчас выровнялся, поэтому приобретать уже можно по доступным ценам. В принципе, если приобретем по высокой процентной ставке, то рефинансирование существует. Здесь вот два момента плюса есть. И цены выровнялись, скажем так, и уже процент по то есть ипотеке сейчас то доступен. время, когда Нужно приобретать. Да, пока срок не истек у сертификата. А вообще в целом давайте поговорим о прогнозах. Конечно, прогнозы — это такое дело не очень благодарное, но все-таки вы вот как профессионал могли бы немножечко сориентировать о тенденции, динамике цен на рынке недвижимости и вот хотя бы на ближайшее время чего можно ожидать? Я думаю, что, в принципе, мы вошли уже в систему ровной такой диаграммы, когда у нас, в принципе, цены уже стабилизируются. Подъем будет, но значительно небольшой. Я думаю, что сейчас спрос, конечно же, повысится, и подъем цен на отдельный объект, я думаю, пойдет, но незначительный. Мы сейчас вошли в такую ровную, спокойную, такую уже, я думаю, систему продаж. Мы к этому шли, вот, выходя из кризиса, 3 месяца. То есть постепенно понижали по ценам объекты недвижимости собственники вторичного рынка. Постепенно понижались, не очень боявшись, да, что потом продам, останусь без денег. Это первый страх, первый риск. Сейчас, я думаю, что мы дошли к тому порогу, что опускаться цены уже не будут. Но тенденция такого ровного рынка мы будем наблюдать. Ну и, наверное, совет, рекомендация ваша, что сейчас актуально делать в соответствии с тенденциями рынка? Покупать, продавать, что делать? И покупать, и продавать. Потому что все это даст некий такой механизм процесса, который даст возможности всем. Покупая вторичный рынок или продавая, вы даете возможность, то есть рынок просто оживает. Это вот как оттепель после зимы. На самом деле вот мы наблюдаем вот такой же прогноз погоды у нас на рынке недвижимости. Ну, то есть сейчас вы рекомендуете уже не бояться, уже двигаться, в любом случае иметь возможность в дальнейшем потенциально рефинансировать свой кредит при возможности. Еще один момент хотела уточнить по поводу, вот вы говорили о сельской ипотеке и так далее, а вообще по поводу стоимости квадратного метра там в сельской местности, да, и там в городах республики, насколько они отличаются друг от друга? Ну, сельская местность, конечно же, у нас отличия есть по ценовому сегменту. В среднем мы так, средний, да, возьмем, это от 30 до 40 рублей квадратный метр. В город это от 60 до 90, опять-таки, да, вот разбег ремонта. То есть, и, конечно же, дешевле и выгоднее приобретать в сельской местности. А вот еще тоже хотелось бы уточнить, какая максимальная сумма по ипотеке вот по сельской конкретной местности? До 3 миллионов рублей, До 3 миллионов рублей. Ну что ж, спасибо. Я надеюсь, что наш эфир был достаточно содержательным для наших телезрителей. И, как вы сказали, наступает такая оттепель на рынке недвижимости, которая даст импульс в целом экономике региона. И, наверное, это тенденция не только нашего региона, но и в целом всей страны. Совершенно ну что ж, верно. Да, спасибо большое, что ответили на наши Спасибо вопросы. вам. Наше эфирное время подходит к концу. Это был важный вопрос. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.